Здравствуйте, уважаемые! Сегодня мы разбираем урок номер 11 «Үй құстары». Занятие проводится по учебнику «Қазақ тілі Балапан», издательство «Көкжиек Горизонт», 3 класс, книга 1, раздел 1, страницы с 33 по 35. Прочитаем и переведем следующие выражения. Мынау үйрек – это утка. Мынау қаз – это гусь. Мынау тауық – это курица. Бұлар үй құстары – это домашние птицы. Новые слова сегодняшнего урока. Жаңа сөздер. Үйрек – утка, тауық – курица, қаз – гусь, үй құстары – домашние птицы, атеш – петух, төмен – низко, ниже. Раздел дұрыс айт, произноси правильно. Пишется үйрек, произносится үйрек. Қаз пишется тауық, произносится тауық. Атеш пишется үй құстары, произносится үй құстары. Пишется төмен, произносится төмен. Прочитаем и переведем надписи к иллюстрации. Үйрек – утка, қаз – гусь, тауық – курица, атеш – петух. Бұлар үй құстары – это домашние птицы. Үй құстары төмен ұшады. Домашние птицы летают низко. Ребята, на сегодняшнем уроке мы используем слово аула – двор для описания места пребывания домашних птиц. Но в первом задании используется слово кора в том же значении – двор. Напомню, что мы уже изучали слово кора в значении загон для животных, проще говоря, сарай для скота. Во втором и четвертом задании мы дали ответы и со словом кора, и со словом аула. Думаю, что знать оба слова будет не лишним. Задание первое. Мы перепишем эти предложения, заменив многоточие вопросительными словами. К сожалению, мне не удалось найти аудиотекст к этому упражнению. Вопросительные слова, которые мы сегодня будем использовать. Не «что», не «лер» – «что» во множественном числе, «кім» – «кто», «қалай» – «как», «неге» – «к чему». Напомню вам, ребята, что в казахском языке вопрос «кім», «кто» задается только по отношению к людям. Какие вопросительные предложения у нас должны были получиться? Атамның қорасында не бар? Что есть во дворе дедушки? Үй құстарына нелер жатады? Кто относится к домашним птицам? Олар неге жатады? Они к чему относятся? Үй құстары қалай ұшады? Домашние птицы как летают? Кім құстарға үйә жасайды? Кто делает птицам домик? Задание второе. Мы должны дополнить предложение, глядя на рисунки. Какие предложения у нас должны были получиться? Атамның ауласында үй құстары бар. Во дворе дедушки есть домашние птицы. Үй құстары төмен ұшады. Домашние птицы летают низко. Үй құстары қаз, үйрек, атеш, тауық. Домашние птицы гусь, утка, петух, курица. Біз үй құстарына жем береміз. Мы даем домашним птицам корм. Задание третье. Мы должны прочитать текст по ролям. Диалог между Анной и Алибеком. Алибек, мынау қандай құстар? Бұл үй құстары. Мынау не? Бұл үйрек. Мынау не? Бұл тауық. Мыналар ше? Мынау қаз, анау атеш. Алибек, это какие птицы? Это домашние птицы. Что это?
Это утка. Что это? Это курица. А эти? Это гусь, то петух. Задание 4. Нужно ответить на вопросы. Алибек пен Анна не туралы сөйлесті? О чем говорили Алибек и Анна? Алибек пен Анна үй құстары туралы сөйлесті. Алибек и Анна говорили о домашних птицах. Үй құстары қайда жүреді? Где находятся домашние птицы? Үй құстары аулада жүреді. Домашние птицы находятся во дворе. Жүреді переводится ходят, но мы решили не использовать прямой перевод. Балалар қандай үй құстарын көрді? Каких домашних птиц видели дети? Балалар үйректі, тауықты, қазды, әтешті көрді. Дети видели утку, курицу, гуся, петуха. Задание 5. Нужно составить текст, используя слова аул, аул, ата, дедушка, әже, бабушка, үй құстары, домашние птицы, қаз, гусь, аула, двор, үйрек, утка, тауық, курица, үлкен, большой, жем шашу, насыпать корм, су беру, давать воду. Какой текст у нас получился? Менің ата-әжем ауылда тұрады. Атамның ауласында қаз, үйрек, тауық, әтеш бар. Атамның ауласы үлкен. Мен үй құстарына жем шашамын, су беремін. Мои дедушка и бабушка живут в ауле. Во дворе дедушки есть гуси, утки, курицы, петухи. Двор у дедушки большой. Я насыпаю домашним птицам корм, даю воду. Задание 6. Игра «Какая птица?». Вы должны разделиться на группы. Каждая группа бросает кубик. Номер, выпавший на кубике, соответствует номеру картинки. Каждая команда должна назвать как можно больше слов, связанных с изображением на картинке. Тема «Домашние птицы». Какие слова нам могут пригодиться? На первом рисунке Алибек дает петуху и курицам воду. Алибек әтеш пен тауықтарға су береді. На втором гусь, қаз. На третьем курица, тауық. На четвертом утка, үйрек. Есть и другие слова, связанные с темой. Үй құстары, домашние птицы, жем, корм, су, вода, қора или аула, двор, аул, аул, жүзу, плавать, жем шашу, насыпать корм, су беру, давать воду и многие другие. Раздел Келжаттайық. Выучим наизусть. Қазым, қазым, қаңқылда, суда жүзіп, саңқылда, қарным ашты дейсің бе, жем шашайын, жейсің бе? Раздел «Есте сақта». Запомни. По результатам сегодняшнего занятия вы должны запомнить несколько выражений. Бұл үй құстары. Это домашние птицы. Олар аулада жүреді. Они ходят во дворе. Мынау қаз. Это гусь. Мынау үйрек. Это утка. Мынау тауық. Это курица. Урок закончен. Благодарю за внимание. До скорых встреч!